Мы продолжаем погружение в мировоззрение и повседневную жизнь коми-охотников. И сегодня наш видеорассказ по выставке «Охотничьи тропы» о таком явлении в традиционной культуре северных народов, как женщина-охотник. Благодарю за участие в проекте и подготовке этого сюжета Валерия Энгельсовича Шарапова, любезно предоставившего на выставку уникальную запись текста из фольклорного фонда Института языка, литературы и истории Коми-научного центра. На выставке «Охотничьи тропы» представлено несколько женских этнографических портретов. Женщина-охотница – не уникальное явление для традиционной культуры коми, так же, как и для многих народов Севера и Сибири. У коми-зырян охотничий промысел традиционно являлся общесемейным занятием. При этом положение женщины в семье было почти равноправным с мужчинами. В периоды долгого отсутствия в доме мужчин, которые уходили на дальние охотничьи угодья, либо на отхожие промыслы, женщины исполняли все хозяйственные работы. Они могли быть и охотниками, и землепашцами, и даже ямщиками. Если в семье по какой-то причине не было кормильца мужчины, охотой могла заниматься женщина. По обычному праву, коми-женщины-вдовы владели семейными родовыми охотничьими угодьями, пока не подрастали дети, и эти права переходили к новым мужьям вдов в виде приданого. Примечательно, что в коми-крае еще в начале XX века распределяли земельные наделы не на мужские души, а на едоков, то есть и на женщин. Сюжет о попадье-охотнице вошел в охотничьи рассказы Флегонта Арсеньевича Арсеньева. Автор описывает промысловую охоту печорских коми, на которую ходила жена священника, поскольку самому священнику по сану стрельба недозволительна. Так автор описывает увлеченность охотницы. «И в зимнее время по глубокому снегу ходила матушка по путику. Наденет она мои старые суконные штаны, малицу натянет, шапку-ушанку, пимы на ноги, лыжи, да как начнет уписывать, так что мигом облетит весь обход». На протяжении XX века у коми сохранилась традиция обучать охотничьему промыслу детей. На охоту брали не только мальчиков. Если в семье не рождались мальчики, то отец-промысловик учил охотничьему искусству своих дочерей. Иногда это была вынужденная мера, так как надо было передать навыки ухаживания за охотничьими угодьями и научить способам выживания в лесу, обеспечения себя пропитанием. Во время экспедиции на Вычегду этнограф Леонид Леонидович Капица познакомился в селе Савинобор Усть-Куломского уезда с 76-летней охотницей, образ которой сохранился на фотоснимке, сделанном в июле 1926 года. К сожалению, никаких сведений о ней, кроме возраста и места съемки, в отчетах экспедиции не зафиксировано. Женщина была представлена сельчанам экспедиции как охотница, в совершенстве владевшая с юности навыками промысла. В начале 90-х годов в ходе экспедиции на реке Вы фольклористу Юрию Герасимовичу Рочеву и лингвисту Геннадию Григорьевичу Бараксанову довелось записать беседу с сестрами-охотницами Леосевыми Галиной Петровной и Евдокией Петровной из деревни Вейпа Княжпогосского района Республики Коми. Сестер можно назвать потомственными охотницами-промысловиками, хотя сами они себя охотниками никогда не считали, но состояли в обществе охотников и рыболовов, имели билеты общества, платили взносы. У них было 3 собаки, все зарегистрированные как охотничьи. Галина Петровна Леосева начала ходить на охоту с отцом, когда ей было около 7 лет. Галина Петровна рассказывает: «Пищаль, конечно, не доверял. Он идет большим шагом, а я за ним бегу. Глухаря подстрелит, а я подбираю, в рюкзак ему кладу. Водил, потому что сын у него всего один был, да в 15 лет помер. Товарищ в лесу нужен. Я в семье самая маленькая, меня и брал. С 18 лет стрелять начала. Сама смотрела, как курок поднимать, как пищаль устанавливать. Если не знать, прикладом можно плечо вывихнуть. А дача большая. Как патрон зарядить, очень все осторожно должно быть. Папа надолго уходил, 2-3 недели ходил. Потом нас звал в лес.
Один не мог добычу выносить, заранее звал. До ухода говорил, к какому числу и какому месту. В годы Второй мировой войны, когда мужчины ушли на фронт, оставшиеся в тылу женщины не только выживали за счет охоты, но и сдавали большую часть добычи государству. Среди лучших охотников в Коми СССР в послевоенном 1946 году было несколько женщин. Среди них Шахова Александра Ивановна из Усть-Куломского района, Худяева Ирина Ильинична из Троицко-Печорского района. В их характеристиках отмечено, что они многократно перевыполнили нормы сдачи пушнины. Навыки традиционного промысла, полученные еще в детстве, позволяли коми-охотницам выжить и в тяжелые послевоенные годы. Для фольклора коми типичным являются рассказы об удачливых женщинах-охотницах, которые в одиночку ходили на промысел. В быличках коми встречаются и сюжеты о женской охоте на медведя. Охотничьи рассказы в традиционной культуре коми нередко один из способов публично говорить метафорами о симпатиях и антипатиях парней и девушек. В устной традиции коми рассказывание быличек об увиденном и услышанном на охоте может быть метафорическим описанием характера взаимоотношений мужчины и женщины. Алексей Семенович Сидоров в своем исследовании о магии и колдовстве у коми отмечал, что традиционные обереги, обеспечивающие удачу в охотничьем промысле, полностью идентичны магическим талисманам в обеспечении любовных отношений. Пилкообразные косточки глухаря, тетерева, утки, зайца, куропатки, а также дугообразная кость лягушки. С той лишь разницей, что на реальной охоте к магической силе талисмана обращается мужчина или парень, а в любовных отношениях в роли охотника, как правило, выступает девушка или женщина. Валерий Энгельсович Шарапов отмечает гипотетичность выстраиваемых современными фольклористами и этнографами красивых умозрительных моделей гендерных распутий в традиции коми-зырян. Исследование промысловой охоты как явление традиционной культуры показывает, что женский путь ань-туй нередко пересекался с мужским мор-туй. Не случайно в коми-языке понятие ань-туй в значении мастерство, умение и мор-туй в значении характер, упорство употребляются сегодня безотносительно к категории рода.